Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина. Спасение Демушки продолжается. Ну вот. Давай. Да, Сейчас в машину ты тебя. знаком с машиной уже? Да, в Вот машину. сюда сейчас Ой, вот. Да, ой, какой ты Ой. молодец! Он Какой ты знает, молодец, что ли? он знает переноску. Да. Давай, давай, поедем. Поедем в Якутск. Так, в туалет сходит. Это наш пес, которого мы спасли с мусорки в Максиголохе. В Якутск сбили, сделали операцию. Ну, глаз, конечно, что-то плохо с глазом. Хоть обрабатываем каждый день, но все равно. Надо антибиотик подключать, скорее всего. Отправим его в Якутск, а потом в Москву волонтером московским. Ну, глаз у него, конечно, Да? Вот такой пес. в таком нехорошем состоянии. Глаза у него вообще нет. Да. Ну Ну, да, ему но я имею в виду удалили место, глаз, да, да. глаза у него Да, гноится все прям. Хоть и обрабатываем хлоргексидином, тетрацилиновой мазью, но это не помогает. Ну Так, да, ему обязательно жарко, антибиотик тебе нужен. жарко. Так, ну все, Тихо. мальчик, Что-то, ага. мы должны тебя забрать в Якутск. Приехали за тобой за 100 километров. Так что, мальчик, поедем. Поехали. Давай, Садись, поехали. поедем, давай, мой Он хороший, жарится, давай. нет? Нет, у Ой, нас кондиционер работает. молодец, какой умница. Садись, садись. Ой, я сама удивлена, конечно. Так, ну переноску парень, походу, знает. Да, Да. Ну все, едем в Якутск. это самостоятельный, очень умный пес, очень умный. Да. Балу. 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 Ну, глазка, конечно, у него, да. Глаз, да, глаз вчера ночью промывали уже поздно, но вот опять гной. Ага. Антибиотик надо обязательно. Дай я тебе глазку сниму. Балу. Что глазку прячешь? Балу. Ну, в общем, все, поедем. 100 километров еще нам ехать. Да. Счастливого пути. Хорошо, Хорошо, спасибо. удачно доехать без приключений. Ну вот, приехали мы в Якутск. Балу. Подожди момент. Балу. Пойдем гулять. Выходи. Ай, молодец. Молодец. Вот мы приехали на передержку. В судьбе Демы принимают участие много людей. Поиск передержки, пассажира, переноски и поездки к ветврачам. Дема очень сильно пахнет, когда его вытаскивали. Над ним была туча мух. Как смогли, помыли и обнаружили, кроме гноящейся глазницы, еще и распоротый живот. Там просто сквозное отверстие. Просто считаем часы до прилета. С клиникой в Москве уже договорились. Аппетит хороший, это радует. Парень не совсем молодой, но средних лет, годика 4 ему. Весит всего 35 килограмм, несмотря на свои габариты. Видимо, жил в плохих условиях, не доедал. Друзья, сбор на спасение продолжается. За все нужно платить, за все. И это немалые суммы.
спасении этого котейки было много случайностей. Судьба, так говорят. Началось со звонка от мужчины по имени Юрий. Его жена с ребенком выезжали из Адлера домой в Питер. На вокзале к ним прибился рыжий бездомыш. Ходил за этой женщиной по перрону. Он так просился, так плакал, чтобы на него обратили внимание, чтобы его забрали. Добрая женщина не выдержала, попыталась взять в поезд, но проводница не пустила. И тогда ее муж попросил меня помочь спасти оставшегося на путях бедолагу. Так бывает, друзья, когда знакомые между собой волонтеры помогают друг другу в добрых делах. Вот и здесь несколько звонков. И вскоре адлерский волонтер Ирина уже ехала на вокзал искать бездомыша. Тщетно обойдя всю территорию, решила еще раз пройти вдоль поезда на Москву. И в это время рядом проводница выкидывала из вагона нашего Рыжика. Какой же умный кот! Он сам решил поехать в поезде. Повезло коту быть замеченным. Не успела проводница его выкинуть. На следующий день Рыжика уже вез поезд в Питер. Вот прибывает поезд Сухум, Санкт-Петербург. Вот по этому пути киса приедет. Вот идет поезд, на котором едет Котя. Прибывает на Витебский вокзал, Питер. Долго Котя едет. Котик сейчас выйдет. Вот он выезжает. Вот он с Адлера приехал. Ага. Спасибо вам большое. Сейчас мы котика не откроется ничего тут. Вот переносочка, корм. И вот котик, привет, Адлер. Так, попробуем снова поднять за ручку. Надеюсь, кот не сломает. Ну вот, все. Слава богу. Киса в машине. Это передали корм. Вот он, красавчик. Здравствуй, Адлер. Мы знаем, как тебя зовут теперь. Ты у нас будешь Адлер. Мы сейчас поедем домой. Тебя мама с Мишей ждут. И тебя покормят, и поласкают, и ты успокоишься. Вот какой красавчик приехал с Адлера. Поедет сейчас в дом. Ну что ты, красавец? Ну что, сидишь в окошко смотришь? Ну, моется, красавец. Ты красавец, ты красавец, красавец ты. Ох, ты красивый какой котик. Котик покушал, теперь моется, да, залез на окошко посмотреть? Ой, красавец ты-то у нас какой. Все, котик уже освоился. Это домик у котика. Эта история закончилась самым чудесным образом. 2 дня Рыжик ехал до Питера, и его встречал Юрий. А дома встречала та самая женщина, которая заметила его возле поезда в Адлере. Повезло этому Рыжику. Назвали они его Адлер. А вот опять Якутск. Шикарного британца хотели усыпить, принесли к ветврачу и получили отказ, но продолжали искать, как бы от него избавиться. И тогда вмешалась Тамара. Она скинула мне информацию о нем. Кот летит в Москву.
И ему очень срочно нужен дом. Его негде держать в Москве. Для него нет передержки, ему сразу нужен дом. Друзья, откликнитесь, пожалуйста.